И вот ни языка не знает, ни национального чувства, Магний мальчик, потянулись друг к другу, тоже странно, удивительно это. И вот другой, сталинградская девушка, ну, профессор, доктор, девушками называют до 60 лет, а потом уже называют не девушки, а товарищи, подруги и так далее. Ну, проще. И вот посмотрите, сталинградская девушка тоже встречаются на бульваре около Ленина в Элисте. Она, ну, не обнимает, конечно, как тот мужчина. Очень близко. Познакомились. Она говорит: мой прадед был проклят за то, что он был женат на чувашке. И отселили хутор. Вот это особая симпатия ко мне опять такое спрятанное, далеко спрятанное национальное чувство, национальная черта личности. И вот я сказал 3 заповеди. Я хотел бы, товарищи дорогие, чтобы, рассуждая о, скажем, о компетентности, вы что делали ставку на Ушинского, на Сухомлинского. Попутно я хочу продемонстрировать, как это я, к сожалению, не подаю чужие. Я очень, может быть, личностно ориентированный педагог, оформляем и включаем, вот, совершенно свободно. У нас нет схоластики. Вот. А здесь я с младшим правнуком, он с внуком, с автором. А здесь вот это 2 книги, 2 учебных книги, признанные лучшими в России учебными книгами. И вот, наверное, девочки, я главным образом девушкам обращусь, потому что особо заинтересованные глаза. И я думаю, вот ставку делать на личности надо, на крупные личности. Идеи порождены могут быть, и мимоходом может быть, но все равно. Вот мои любимые: Ушинский, Сухомлинский, Каменский, Конфуций, Сократ, Будда. Вот это я не даю. Остальные книги я все подарю великому философу всех времен и народов Мухину. Потому что единственный экземпляр, это есть у ректора нашего, тоже видел я на стенде, а потом убрали, видимо. То есть мне это, я не смогу работать уже так, как он работает. Он же молодой, почти мальчишка. Вот здесь тоже Бичурин, Ломоносов, Толстой, Лобачевский, Френе Селестен. Селестен Френе мы в 1956 году встречались в Ливийском музее в Париже. Макаренко. Макаренко, с точки зрения педагогики, мое позднее открытие. Я открыл его, когда мне было 77 лет. Конечно, молодой еще был тогда, 77 лет. И вот вы знаете, я перечитал педагогическую поэму, где почти 200 строк восстановлено. Вычеркнутые цензорами и прочее. Это удивительное раскрытие особенностей кризиса педагогики того времени, катастрофического положения, словосочетания. Я думаю, Антонина Аркадьевна сделает и открытие. Я этим уже не смогу заниматься. Она, или, может быть, даже диплом, или, может быть, даже курсовые, ну, даст. Это чудо. Я понял, хотя писал 50 лет тому назад, 55 лет тому назад, великий педагог, искусственно. Великий понял только лет 5 тому назад, действительно великий.
Это я подкладываю, вот, и остальные все даю. Вот. Потом, я думаю, о событиях, людях, жизни. Я хочу сказать, дорогие товарищи, чтобы вы знали, любой человек ситуативно велик. Сплошь велик Пушкин, Толстой, Ленин, Маркс, Энгельс. А так, ситуативно в поступках каждый велик. На грани гениальности. Я с 5 лет начал курить по Скорову. У нас удивительная семья, вырос, нигде не били, никто не ругал, никогда. И отец говорит: сынок, ты куришь? Я говорю: около коровы курю. Он сказал: корову отправим в стадо, а тебя в школу. Судьбы решил, я уже 7 лет не курю. Решил отец. Далее 7 апреля 1950 года отправился домой по Татарстану, пешком, без культуразов, слякоть, мог погибнуть. Зачем? Я в аспирантуре учился. Не надо было. Что-то потянуло. Бабушка говорит: вчера еще ждала тебя. А я не знаю, меня действительно потянуло. Она ждала. А потом сходила во двор и вдруг спрашивает: сынок, что ты делаешь-то? 22 года детей у тебя нет. Надо уже отцом стать, пора. Я говорю: вот еще год женишь, кого возьмешь? Алю. Ваши любимых девушек скрывают, но не скрывали. Я под влиянием семьи открытие сделал: любовь не тайна. Ненависть, зависть, злоба тайна. Зависть переходящая, ненависть тайна. А любовь не тайна. Я люблю Ровчик, мамочку, бабушку не забыл, уже умерла 60 лет тому назад, помню ее. И вот я говорю, а по поводу Алена сказала: обмануть надежды хорошей, любящей девушки – самый большой на земле грех. И вот я говорю: а если любовь пройдет? Она говорит: любовь не проходит, сынок. Любовь. А потом я думаю, как же это удивительно. Она думает, представляет жизнь. Но самое удивительное, мне кажется, на грани гениальности опять. Не страшно, сынок, что любовь проходит. Страшно, когда не проходит. Я просто намекаю, это неграмотные. 16 лет вышла замуж за старенького моего дедушки, 29-летнего. 9 лет родила. 9-й ребенок мой отец. По-моему, самый интересный был. Ну, не потому что отец. Мы говорим первенец. Нет, это, наверное, не имеет значения. Вот, дорогие товарищи, вот я просто сказал на личном примере: покопайтесь в себе ситуативный пример. Обязательно. Много мы говорим о возрастных особенностях. Я думал, я говорю, что я готовился к докладу, примерно 8 вариантов сделал на 80 часов. И вот хотел вам сказать, что феномен Моцарта я трактую универсализируя. Все дети, мне кажется,
3-4-летний гений. Вот я 5-летний талантливый пастух. Не все же музыки. В чем-то очень талантливый. Я очень хороший был пастух. А потом коровы меня воспитали. Я не выпускал рядов, ползал по земле, кровь на пузе. А я не смог бы стать ни скрипачом. У меня повреждены жилы на пальцах. А этот и хирургом не смог бы стать. А второй брат выпускал, возвращался за второй бегом. Он стал хирургом хорошим. Правда, скрипачом тоже не смог бы стать, потому что не музыкальный. И вот, дорогие товарищи, я думаю, что действительно дети, как, ну, может быть, это древние греки просто несерьезно говорят, все гении, а юноши таланты, взрослые обыкновенные люди. Где-то что-то теряется, видимо, что ли. Ну, как бы ни было, вот я пастух великий, 5-летний, а 5-летний мой правнук старший, лучший дворник микрорайона. Прекрасная лопата, трудится, на дворнике с дворником. Тоже в чем человек проявляет себя. Так идет жизнь. Я очень думал, просто буду называть сейчас, я очень благодарен Прокопьеву Илье Павловичу, Шучину Михаилу Васильевичу, Петру Александру Петровичу, Маркелу Ивану Алексеевичу, Маркову Анатолию Семеновичу, Сидорову Георгию Сидоровичу, дедушку Николаю Степановичу, Дмитрию Васильевичу Дмитриевичу, Долгову Василию. Это 9 человек, которые в авторитетной комиссии проверяли мою политическую неблагонадежность. Я сейчас стою перед, вот уже готов стать перед судом высшим. Я хочу сказать, я им благодарен, они укрепили мою волю, они твердость придали моему характеру. А потом я хочу сказать о друзьях в ближайшем окружении. Матвей Михайлович Михайлов, Владимир Леонидович Фриизов, Дмитрий Егорович Егоров, Коротов, Лихачев, Имба, Пальфин, Николаев, Дарматин и так далее. Эрниль. Какие есть подходы, оценки. Просто Сталин не велит цитировать. Есть очень хорошие отзывы сохранились. Может быть, этот великий наш Мукин это примет во внимание потом. Потом я хочу об учениках сказать. Первый мой ученик славный – это Ардален Игнатьев. Я хожу по его улице и чувствую себя грешником. Он доцентом не стал, а физкультурник, искусствовед, талантливый. У него же техника бега. Он не по всему миру сейчас. Он так умер рядовым преподавателем. Если бы я не был изгнан отсюда, наверное, чего-то мы добились. Мне плакать хочется. Может быть, не по старости, не под давлением совести. Ничего не сделал. Это мой ученик. Вот мой хороший ученик Емель. Он в 9 классе иногда выручал меня. У них и вожатый я был. А этот Ардален Игнатьев был председатель совета отряда у меня. И вот я думаю о многих. Потом я сказал это о родителях, привел факты, примеры. Событийность важна. Товарищи дорогие, когда будете писать, личностное отношение к явлению.